С детства я увлекался рок-музыкой в основном, то есть панк, потом металл мне очень нравился. И просто на этом фоне как-то в детстве такой, типа, хочу длинные волосы. То есть, типа, по мне тема. И прям с детства у меня были длинные волосы, и все, не хочу сбривать. Хотя какое-то время был магавка синяя у меня так прям поднял. Один раз какой-то чувак хотел гопарь волосы мне поджечь, но там нормально все решилось. Я в основном все конфликты решал словами, нежели кулаками. На самом деле такой очень милый лес, нетипичный. То есть, в принципе, какая-то дорожка идет, все нормально. А вот там дальше очень классное поле, на котором летом просто прекрасно проводить время. То есть там разложил простынку, сиди, отдыхай. Отдыхаю от города, да, то есть просто тут спокойно. Тут ты либо наедине с собой, либо наедине со своими друзьями, то есть близким кругом общения. И как-то на душе спокойно сразу. Когда мне было 12 лет, примерно так, я прям панком таким был заядлым. Слушал ижевский панк и общался как в кругу таких людей. Просто как бы нравилась мне эта культура панка. Люди на самом деле очень приятные, хоть и зачастую думают, что такие все не самые лучшие и приятные люди. На самом деле все добряки. BMX-ом занимался. Вот, потом получил травму такую неприятненькую, на позвоночник сломал. И все, и на этом как-то спорт закончился. Но что-то велик-то я бросать не сильно хотел, поэтому просто поля, леса. Вот, катался везде со своими друзьями. Даже не знаю, я поступил в колледж и просто познакомился с классической музыкой, то есть как раз с музыкой, там, допустим, Моцарта, Гайдна, Бетховена, то есть эпохи классицизма композиторов, и понял, что это просто прекраснейшая, гениальная музыка, которая очень сильно цепляет своей идеей и тем, как она сделана. И это была 5-я симфония Бетховена, самая популярная. Вот меня с нее торкнуло сильнее всего. Вот после этого прям все сразу понятно стало, насколько это классно и интересно. Да, насчет жанра мидтемпо не сильно старый жанр, то есть, мне кажется, ему лет сейчас 6 примерно. То есть это такой смесь жанров дабстепа и синтвейва. Плюс, конечно же, там каждый автор куда гораст, то еще и впихнет дополнительно в плане жанра. Вот. Слышал примеры, как совмещают оркестровую музыку и жанр мидтемпо. Это звучит всегда выигрышно и прекрасно. Когда вот как раз заканчивал колледж на 4-м курсе, нужно было сдавать работу, оркестровку произведения. И я выбрал произведение нидерландского пианиста, композитора Аналог Дир. Фортепиано пятичастное произведение. Оркестровал все 5 частей и как раз общался вместе с ним и показывал ему, как вообще происходит процесс, что получается. И он такой, типа, «Воу, гайс», типа, мы делали вместе еще с другом. Он говорит, это очень классная работа. И он сказал, что, возможно, приедет к нам в Ижевск, чтобы сыграть его вместе с оркестром, вот как раз то, что мы написали. Но вот пандемия нам попортила просто все планы. И, к сожалению, вот у нас все еще в заморозке, хотя оркестр уже начал разучивать партии. Просто я учился в школе, там, класс 1-2, мы изучали что-то там а-ля детской Библии или что-то подобное, какие-то религиозные просто сюжеты изучали на литературе. И там был мальчик, Варфоломей, маленький мальчик, то есть просто мне понравилось это имя, хоть оно и связано, конечно, с какими-то библейскими сюжетами, все же я решил его взять, оно просто мне приятно. И так и пошло. То есть я в играх, когда маленький был, там в онлайн-играх именовался Варфоломей и начал писать музыку, такой, так, мой никнейм, все со мной, хочу остаться тем же парнем Варфоломеем.
Ну, вообще альбом, да, то есть такой альтер-эго, написанный, по сути, это как бы про меня, но я принципиально не рассказываю историю какую-то, то есть что завязано с каждым треком этого альбома и вообще в чем суть. Потому что хочу, чтобы каждый человек послушал альбом полностью сам и решил для себя, о чем этот альбом. Так намного интереснее слушать музыку. Как и многие композиторы симфонические тоже, не все делали как бы разбор, о чем данная симфония, о чем данное произведение, и оставляли это уже на пытливые умы теоретиков. У меня получилось в этом альбоме в некоторых треках прийти к чему-то лично своему. То есть, ну, я не находил похожей музыки, как минимум. То есть там совмещение оркестровых инструментов и лоу-фай хип-хопа пока не находил. Хотя лоу-фай хип-хоп в большом количестве слушаю и диджею тоже такую музыку. Получилось создать что-то лично свое, наверное, даже такой мини-жанр, но который мой. И прийти к этому получилось за счет просто багов программы Ableton Live, в которой я работаю. Я, кстати, в 12 лет узнал, что такое ролевые игры. То есть полевые ролевые игры, когда ребята одеваются в костюмы и поехали в лес играть в игру, дубаситься мечами и все такое. И несколько лет жизни я посвятил этому. Мне прям вообще очень нравится. Потому что что-то так же. Лес, ты далеко за городом, а еще и какой-то движ. Там типа 100 человек с мечами играют в одну игру. Это всегда очень классно. И как раз вот мой брат Илья Гаврилов создал игру, которая называется Арбор. Стала довольно-таки популярненькой у нас в Ижевске. И это было прям очень круто. Вот сейчас делает, кстати, еще одну. И я, наверное, на последнюю эту игру съезжу, потому что больше не хочу. Когда-то хотел там на Вархаммер загонять, но это что-то и дорого, и это уже не мой движ. Вот программа, в которой я работаю, и я хочу поделиться и рассказать то, как был написан один из треков, который называется Episode of Something More. Хочу рассказать про такую немножко инсайд-секретную тему написания музыки, когда, ну, у тебя есть какая-то маленькая идея, и ты даже, к примеру, не можешь взрастить из этого полноценный трек, к чему можно прибегнуть, чтобы музыка написалась. И данный трек был написан изначально. Вот первое, что появилось, это в плане идей, это вот эта вот гитара. Ну, то есть такой отрывок. Мне было, в принципе, неважно, в каком качестве он записан. Я его немножко подсвел, конечно, чтобы было приятнее слушать. Но это было неважно. Писалась гитара вообще через гитарную педаль и мини-джек, еще в старый компьютер, в ноутбук, там просто в ужасном качестве. Но данный фрагмент аудио можно в программе Ableton Live 10 и 11, в 9 версии, честно говоря, не могу сказать, есть такая возможность или нет, перевести в MIDI-информацию. Я это сделал немножко заранее, но здесь есть вот такая вот кнопка, которая может перевести аудиосигнал в гармонию, мелодию или драм-партию, как MIDI-информацию. И данная гитара в MIDI-информации, по мнению Ableton Live 11, звучит вот так. То есть какой-то набор звуков, но в этом чувствуется идея. То есть если поработать над этой MIDI-информацией, над бешеным количеством нот, мне показалось, что это просто интересная гармония, интересная идея. И сейчас покажу отрывок из дропа этого трека. То есть идея сразу ясна. То есть
Стоит всего лишь немножечко поработать, уделить этому время, там, 2 часа, час. И получается интересная идея, из которой потом возрастает полноценное произведение. То есть как начинается оно с фортепиано, с простой гармонии, так и в дропе используются как раз просто струнные пицциката для развития и для тембра. Мне всегда очень сильно хотелось написать дроп на пицциката струнных. И, к счастью, это получилось сделать в этом альбоме. Дроп, ну, припев, то есть там образно есть куплет-припев, вот припев — это дроп в электронной музыке. Как-то странно называть просто в такой музыке припев, вроде не вокальная музыка. Какой припев? О чем речь? Ты там, к примеру, до игры придумываешь себе персонажа, кем ты являешься, и пишешь себе квенту такую, то есть как бы описание, чего ты хочешь в этом мире, в чем суть как бы для тебя игры, то есть во что ты хочешь поиграть, какие у тебя есть какие-то определенные цели. И, по сути, после этого идет подготовка, то есть ты делаешь себе полноценный костюм под персонажа, полноценное обмундирование, и там спустя какое-то время начинается игра. В основном это по 3 дня игры идут, то есть там, 80 человек выезжает в лес за город и как раз строят города, то есть там несколько городов у нас в основном всегда было. И все, то есть это просто игра может быть вообще проходить абсолютно по-разному. То есть кто-то проходит сюжет игры, то есть кому-то интересно узнать, то есть как строится этот мир, в чем смысл сюжета, дойти до финала, победить в этой игре. Кто-то же просто приезжает, чтобы, не знаю, там, допустим, помахаться на мечах, устроить какую-то войну между фракциями, между городами, между людьми. Кто-то играет в экономику, то есть пытается сделать капиталистический мир в игре и что-то подобное заработать там больше всех. То есть цели у всех разные. Я, короче, стал королем демонов в игре. И я как раз для этого проводил ритуал какой-то там игровой. Мы собрали там типа пати демонов, просто придумали какой-то определенный ритуал, чтобы просто он хотя бы как-то прошел успешно. И там нужно было разрубить просто несколько печатей, которые типа образно сдерживали нашу силу. И делал я это огненным топором. Мы просто привязали тряпку на топор, вайтспиритом ее промазали, короче, поджег. Тряпка сгорела мне на руку, у меня еще рука вся в вайтспирите, все загорелось, короче. Потом просто руку тушил и жестко обжегся, но зато весело. Вся гармония взята просто вот из маленького куска гитары, который записан вообще в ужасном качестве, и вообще не важно, на самом деле, в каком качестве это записано. То есть это просто толчок, зерно трека, с чего все началось. Потом, конечно, я уже захотел записать хорошо гитару, адекватно, и пришел как раз на студию к моему хорошему другу и коллеге Никите Горшкову. Мы записали гитару. Очень приятно звучит. И самое интересное, вообще трек как бы в жанре лоу-фай хип-хоп, и мне очень сильно захотелось сделать 808 бас в конце вместе с гитарой и сильным сайдчейном гитары. Это звучит классно. При этом трек состоит, по сути, из нескольких дорожек, то есть ничего сверхъестественного не происходит, особенно вот во втором дропе. Тут есть немножко фортепиано, того, что было в начале, гитара, которая сайдчейнится от бочки, просто обычный бит лоу-фай с нойз, как раз с white noise,
немножко эффиксов, просто такой легкий винил для атмосферы и 808 бас, а вместе дает вот такую музыку. Вот так и писался данное произведение вообще. Начиналось это все с гитары, и гитара вообще не похожа на то, что получилось в итоге. То есть иногда эти баги могут превратиться в фичу, в то, что ты можешь использовать просто для того, чтобы там вдохновляться чем-то или полноценно писать музыку так. Я, конечно, не приверженец сильный такого написания музыки, все-таки это такой чит-код образно. Но, в принципе, как идею, то есть прекрасно вообще использовать. Как минимум, вот трек получился, и он прекрасно передал то, что я хотел передать вообще эмоционально в этой части альбома. Супер вообще. Чем не способ писать музыку? What? Is that a new home? Я надеюсь, правильно помню, я случайно в Инстаграме просто увидел, что существуют вот феники, маленькие такие пустынные лисята, которые мерзко пищат, но очень милые. Просто сразу ассоциация какая-то была с внутренним моим миром, типа, вау, то есть мое тотемное животное, хоть и мерзко пищит, но очень красивенькое. Вот, прям про меня. And fennec foxes are incredibly sweet looking, but they're also a very efficient hunter. And those ears are the tools of their trade. Вот, и логотип у меня тоже моего музыканта, вот как раз даже на руке я себе специально сделал, просто так понравилось. Маленький пустынный феник, вот, мое такое тотемное животное моего артиста образно. А вот, в принципе, как раз и классное это поле. Мы сюда, кстати, все еще с друзьями приезжаем на Калинчике нашей. Ну, их как бы, но все равно. Знаешь, вера как бы во что-то, ты прекрасно понимаешь, всегда помогает людям. Но там вера в то, что, допустим, я лисенок, и это мое тотемное животное, я думаю, во время написания альбома, как минимум, помогало. Очень красиво всегда, нравится мне сюда летом, особенно по вечерам, просто приезжать, отдохнуть немножко. Ну, подумать или просто спокойно провести время. Вот. Один я сюда, конечно, очень редко хожу, обычно только на велике катаюсь. Но какие-то приятные ощущения вообще вызывает это место тут. Спокойно. Недавно был в Москве зимой, и вот мне в Москве очень сильно понравилось. Я вот хотел бы там жить, как минимум попробовать. Вот. Единственное, конечно, тяжело, город там тебя может съесть, но я попробовал. Понятное дело, что там тоже не до полей, не до лесов, но туда ехать уже просто, то есть ради слушателей, потому что вот сейчас музыку, которую я пишу, в Москве ее слушают, и мне это очень радует, что в России есть места, где могут такую музыку хотя бы послушать. Бит, который играет в эпизоде of Something More, то есть все драмсы, драм-партия звучит так, то есть достаточно простая лоу-фай партия, и
Для того, чтобы создать какое-то соединение вообще треков, то есть эпизод of Something More и перетекающий в него трек эпизод 2, я использую принципиально в этих двух треках абсолютно одинаковый бит. То есть что в первом, вот в этом треке, играет этот бит, что во втором, вообще они абсолютно одинаковые. И мне показалось это такой фишкой и отсылкой к тому, что это что-то общее, хоть и музыка разная, но то есть как минимум сам вайб и движение, как раз, которое задает драм-партия, оно абсолютно одинаковое. И мне показалось это интересно. Мне кажется, чтобы писать вообще хорошо электронную музыку и вообще, в принципе, музыку, нужно, точнее, даже не нужно останавливаться на каком-то жанре. То есть там ты пишешь техно и слушаешь только техно. Немножко странная позиция. Все-таки нужно изучать вообще всю музыку, которая существует вкупе. То есть джаз, к примеру, оркестровая музыка, классическая, романтическая. Также в написании электронной музыки прекрасно помогает акустическая музыка. То есть подходы, идеи, как это было сделано, зачастую потом отзываются в том, как ты пишешь то же самое, допустим, техно. Это очень интересный вообще процесс. Это фэнтези-мир, который ты как бы играешь в реальной жизни. То есть такой театр вживую, по сути. То есть мне это просто нравилось, мне с детства нравилась вообще фэнтезийная вся история, фэнтези-миры. И просто, то есть, ну, это как-то захватывало дух. То есть это что-то такое необычное, чего, идя по улице или придя в какое-то заведение, ты ни за что не получишь подобных эмоций. Я за этим гонялся.